Здравствуйте! Сегодня я научу вас готовить хачапури по-аджарски, знаменитое грузинское блюдо. Для этого нам понадобится 200 мл молока плюс 200 мл воды. Смесь должна быть теплой, не горячей. Сюда мы добавляем столовую ложку сахара, столовую ложку дрожжей. Все перемешиваем. И оставляем минут на 5-10 для того, чтобы дрожжи начали действовать, шапочка поднялась. Ну вот наша опара подошла, теперь мы начнем замешивать наше тесто. Добавляем сюда чайную ложечку соли и понемногу начинаем замешивать тесто. Добавляем муку и начинаем замешивать тесто. Многие по-разному готовят тесто, некоторые в муку непосредственно добавляют опары, но мне нравится именно в опару добавлять муку, так лучше чувствуется, чтобы не забивать тесто мукой. Сейчас мы замесили тесто до полулипкого состояния. Сюда теперь мы добавляем подсолнечное масло, где-то столовую ложечку. После того, как мы добавили подсолнечное масло, разминаем немного теста, собираем небольшой клубок и накрываем пищевой пленкой. Оставляем минут на 30 для того, чтобы тесто поднялось. Наше тесто подошло, я его еще раз размяла разочек. Теперь мы будем формировать из него клубочки, как раз для наших хачапури. Клубочки небольшие. Из нашего теста получится где-то 5-6 хачапури. Ну, где-то 5 средних хачапури, да. Так, заранее подготовила наш сыр. Сюда нужен сыр сулугуни и любой другой, например, брынза, даже творог используют. Но мы использовали голландский сыр. Размешиваем, добавляем где-то 50 мл молока, столовую ложку без горочки муки и хорошо разминаем сыр. Вот, это мы заранее подготовили. Теперь я покажу вам два варианта непосредственно формирования хачапури. Для начала раскатываем наше тесто. Первый способ приготовления хачапури. По краям раскладываем наш сыр. И защипываем их. Защипываем хорошо, потому что когда они будут печься в духовке, они еще будут раскрываться. И формируем вот такую вот лодочку. Дальше добавляем нашу серединку сыр. На данном этапе наш хачапури готов. Теперь приступим ко второму варианту лепки нашего хачапури. Снова раскатываем наше тесто. Тут мы уже будем раскладывать наш сыр по серединке. Не жалеем сыра. Если сыра много, то получается очень вкусно. Здесь мы будем защипывать края, как будто бы собираем наш пирожочек.
Защипываем тоже очень тщательно, чтобы в процессе, когда они будут у нас в духовке печься, они не раскрылись. Дальше переворачиваем. Теперь разрезаем сверху и раскрываем. Тоже получается в форме лодочки. Но здесь кому как, кому нравится защипывать края, кому нравится вот так вот в виде пирожочка. Но оба варианта они считаются правильными. Мы переложили наши хачапури на противень, заранее подготовленный, застеленным пергаментом, и мы смазали еще сверху сливочным маслом. Теперь мы смазываем наши хачапури желтком. Для того, чтобы они подрумянились. Теперь ставим наши хачапури, готовые, смазанные желтком, заранее разогретую до 200 градусов в духовочку. Они будут печься где-то минут 15-20, за 5 минут до окончания времени нужно будет еще добавить желтки посередине. Так, за 5 минут до приготовления, до конца вернее, делаем вот такие вот вороночки в хачапури. И сюда мы будем уже добавлять желтки наши. И снова отправляем на минуты 3, пока желток не схватится. Наши вкусные хачапури готовы. Сюда еще можно добавить сливочного масла и можно будет кушать. Приятного аппетита!